Ассалам алейкум, брат, это не моя фотка, это не я все это написал тут, так как я это нашел в Гугле, понимаешь? Я подумал, что вот этот головной убор, он является кыргызским. Если нет, ну, я не знаю. Я знаю, что у кыргызов есть колпок, но я подумал, что может это тоже кыргызское, понимаешь? Но вот этот халат, он очень похож на таджикский, вот, Джумай Зардузи, золотые швейны чапан. Но вот здесь написано кыргызский костюм чапан, фестиваль парк. Это в Гугле, если ты забьешь кыргызская национальная одежда, вот это все выходит, понимаешь, да? Я подумал, что, может, кыргызы национализировали вот это все, но в любом случае, не знаю, кто-то берет и продает. А по поводу того, что мы, кыргызы, не заимствовали ничего у таджиков или тем более казахов, я с тобой поспорю. Кыргызская культура, на самом деле, факты, да, что мы говорим, заимствовали у персов многое, брат. Начнем просто со слов хотя бы, да, дни недели. Якшамбе, душамбе, сешамбе, чошамбе, пашамбе. Это не только кыргызы, да, это получается многие тюркские народы, даже те тюркский народ, который далеко от таджиков находится, это татары, башкиры и так далее, они тоже используют вот эти названия дней недели. Якшамбе, душамбе, сешамбе. Можно у них немножко так акцент другой, но в любом случае смысл таков. По поводу еще религии, скажем, да, намаз. Намаз является персидским словом, таджикским словом. И многие тюркские народы, да, все центральноазиатские народы приняли ислам от таджиков. Таджики, благодаря таджикам распространение ислама пошло. То есть арабы сначала научили персов, персы научили тюрков и монголов и так далее. Это нормально, это культурный обмен, это нормально, брат. У тюрки что-то заимствовали у персов, персы заимствовали что-то у тюрков. Это нормально, брат. Мы никак не должны ссориться из-за этого. Это нормально. Даже сегодня мы чем-то обмениваемся. Это очень хорошо, понимаешь, да? Вот, тем более мы мусульмане. Вот. То, что я хотел сказать, вот. Просто внимательно слушайте видео и смотрите. Ассалам алейкум. Так что вот так.